Известно, что народ Коми живет на северных землях с первого тысячелетия до нашей эры. Название Коми происходит от самоназвания народа Коми-Войтер, что в переводе означает «Коми-народ». Коми нередко называют зырянами. Слово «зыряне» в переводе с коми языка означает «живущий на границе». В результате постепенного расселения народ Коми условно разделился на северные и южные этносы. Коми в основном проживают на территории Республики Коми. Часть Коми проживает в Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе. Язык Коми относится к уральской языковой семье. В основу письменности Коми положена кириллица. В северных районах Российской Федерации выходят телепередачи и печатные издания на коми-языке. Обычно зыряне имеют средний или чуть выше среднего рост, около 165-170 см, правильное телосложение, невысокое, слегка уплощенное лицо обрамлено темными или черными волосами, переносе широкое, глаза серые или карие. Ближе к югу у коми встречаются голубые глаза и светлые волосы. Северные коми были оленеводами, охотниками и рыбаками. Южные коми занимались охотой и рыбалкой, знали скотоводство и земледелие. Но до XVIII века это были скорее подсобные отрасли. В XVIII веке из-за увеличения добычи промысловых зверей произошло резкое сокращение их численности. С этого времени скотоводство, оленеводство и земледелие стали основными занятиями коми. Коми жили в деревнях и селах, расположенных на берегу реки. Дома старались располагать вдоль реки в один ряд. Северные поселения располагались на значительных расстояниях друг от друга и состояли из нескольких домов. В южных поселениях могло жить до нескольких сотен человек. Нередко такие поселения образовывались из-за слияния соседних деревень. Жилищем служили срубанные прямоугольные избы с высоким подклетом, нижним этажом, чаще всего нежилым, крытые односкатной крышей. Во дворе находились хозяйственные постройки и двухэтажный хлев. Одежда южных коми по стилю и крою напоминала русскую одежду. Женщины носили рубахи, сарафаны, шубы. Мужской гардероб состоял из рубахи, холщовых штанов, кафтана и шубы. Отличие от русских костюмов заключалось в используемых цветах тканей и особенностях отделки. Северные коми нередко носили одежду, характерную для ненцев.